В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Работу Жатайской судоверфи проверил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников. Фестиваль «Синемобиль» представит в Якутске лучшие молодежные фильмы из Германии. Якутянин Василий Егоров стал бронзовым медалистом международного турнира по боксу в Санкт-Петербурге. Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в этом году. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно с сохранением за работниками заработной платы. Органам власти и организациям поручено определить количество служащих и работников, обеспечивающих функционирование этих структур. Данные меры приняты в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции и для укрепления здоровья граждан Российской Федерации, говорится в документе. В связи с ухудшением эпидобстановки ученики среднего звена с 5 по 8 классы в школах Якутска переходят на дистанционное обучение. Указ опубликован городским управлением образования. Младшеклассники и учащиеся старшего звена продолжат посещать школу в обычном режиме. Онлайн-уроки продлятся до 8 мая. К другим темам. С рабочим визитом Жатайскую судоверфь посетил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников. Так, в ходе встречи с руководителем организации был совершен объезд строящихся объектов. При этом график строительства Жатайской судоверфи, по словам зампреда, отстает от графика. Одной из главных проблем оказалась поставка материалов. В настоящее время 2400 тонн металлоконструкций сэндвич-панелей не довезены до подрядчика. Однако в ходе переговоров с заводом-производителем стало известно, что договорные рамки выдержаны и материалы будут отгружены с наступлением навигации. При этом Садовников подчеркнул, что правительство следит за исполнением договорных обязательств как завода, так и подрядчика. А новый нагонный график составлен без изменения сроков завершения строительных работ. Убедились в профессионализме завода, то, что готовит металлоконструкции. Сегодня дело осталось за работой подрядчика. Подрядчик чебоксарская фирма, оно в рамках выигранного конкурса сегодня в свете повышения цен на металл имеет определенные проблемы, но я думаю, что эти проблемы сегодня, по сути, благодаря общей работе сняты. Порядка 49 километров дорог отремонтируют и построят в Якутске в этом году. На эти цели предусмотрено более 2 миллиардов рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Процедура контрактации идет в плановом режиме. Порядка 72% индикаторных объектов законтрактованы. До конца мая процесс по объектам этого года будет завершен. Отмечается, что ремонт начался на грунтовых дорогах в селе Табага. Также проводятся работы по устройству земляного полотна и подготовке основания дорожной одежды на окружном шоссе. На временном технологическом проезде до Верхнемунского месторождения расширяют узкие участки проезда, благоустраиваются дополнительные разъездные карманы. Дорожники идут со стороны месторождения. Какие еще работы запланированы в летний период, смотрите в сюжете далее. Чуть больше километра за час. Скорость, конечно, далеко от той, что есть у Audi и BMW. Впрочем, такой соотечественнику немцу Липхеру и не нужно. У него свои достоинства. Булыжник внушительных размеров на своем пути превратит в крошку. Поверхность 125 метров разъездного кармана должна быть ровной. А отсыпаются разъездные карманы на временном технологическом проезде с крышной породой, которая вывозится автопоездами, выезжающие на Муну под загрузку. Николай Ковришкин всегда работал на больших грузах, но этот Липхер особенно полюбил. У нас еще не было такой техники. Здесь несколько моментов. Как раз вот один из этих моделей, он позволяет разворачиваться на одном месте, имея только длину вот этого бульдозера. Потому что у него одновременно обе гусеницы могут крутиться, одна вперед, а вторая в это время назад. И он разворачивается просто как юлан.
Дополнительных разъездных карманов на протяжении 170 километров до Верхней Муны будет 10. Они позволят водителям больших грузов безопасно разъезжаться на узких участках. Заниматься благоустройством карманов рабочие закончат в мае, а в летний период начнут отсыпать слой износа технологического проезда. На особо опасные участки завезут пылеподавитель. Если говорить по-простому, клей ПВА, который канцелярский, который у всех у нас есть, этот клей ПВА лежит в основе формулы этого химиката и реагента. Далее он там еще дорабатывается конкретно там под наши условия. И мы с помощью дорожной машины поливальной покрываем верх дорожного полотна. Он будет подклеивать пыль. И в результате машины будут ездить, в общем, по нормальному обеспыленному полотну. Благоустройство временного технологического проезда позволит безаварийно эксплуатировать автопоезда и повысить безопасность при доставке руды с Верхнемунского месторождения. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Двигаемся далее. Обновленный сайт Северо-Восточного федерального университета презентовали накануне в Якутске. От холодных экспертных мнений до ярких и жизненных историй от студентов, выпускников, преподавателей и ученых университета. Теперь сайт стал более интерактивнее и, самое главное, удобней. Все материалы оформлены в оригинальном дизайнерском стиле, который включает в себя множество интересных и полезных рубрик. Отдельное внимание заслужила самая популярная рубрика «Фотоистории», которая получила свой собственный дизайн-виджет. А вот научно-познавательные лекции можно теперь смотреть прямо на сайте, не заходя в YouTube. По статистике, 84% посетителей старого сайта «Наш университет» – пользователи смартфонов. В связи с этим была введена в работу мобильная версия сайта. Спустя 8 лет мы наконец-то презентуем редизайн сайта актуальных мнений под названием «Наш университет онлайн». Это очень большое событие, так как мы решили подойти к изменению сайта не только в техническом плане, но также мы изменили рубрики, мы изменили материалы и решили, что теперь наш основной стоп – это будет уход в сторителлинг. То есть мы будем рассказывать интересные истории, в которых будут принимать участие наши студенты, преподаватели, наши ученые, а также, конечно же, профессора. Мы надеемся, что наш сайт будет иметь захватывающий бэкграунд. Теперь мы сможем подойти к трендам получения информации со свежим взглядом. Фестиваль «Синемобиль» стартовал в столице республики. В рамках Года Германии в России представлены лучшие детские и юношеские фильмы из Германии. Программа рассчитана на подростков 12-16 лет. В кинотеатре «Лена» состоялся показ короткометражного фильма «Капитан» режиссера Стива Бахе. Помимо кинопоказов начнет свою работу кинолаборатория дистанции и близость под руководством тьюторов из России и Германии. Подростки сами будут пробовать свои силы в кинопроизводстве от идеи до финального монтажа. Напомним, проект «Синемобиль» проводится Гёте-институтом с 2008 года. Фестиваль нового детского и молодежного кино путешествует по регионам и уже побывал более чем в 40 городах страны. Якутск мы полюбили за то, что здесь замечательная публика и множество уже кинематографистов, которые снимают замечательные фильмы. И нам кажется, что молодежь тоже очень этим интересуется. И поскольку есть большой дефицит в области образования, кинообразования для детей и молодежи, особенно для подростков, мы решили в этом году провести не только кинопрограмму, но и кинолабораторию. Кроме кинолаборатории, ребята могут приходить, смотреть фильмы совершенно бесплатно в 4 кинотеатрах. Сейчас с 24 числа в течение 4 дней будут демонстрироваться немецкие фильмы, лучшие фильмы, призеры различных кинофестивалей. Жатай, устремленный в будущее. В музее имени Ярославского открыли выставку про поселок Жатай. Там история, люди и события. Можно увидеть фотографии, документы и личные вещи речников, парадные костюмы капитанов, макеты пароходов, заводов и другие экспонаты. Изначально поселок строили для работников Жатайского судоремонтного завода и нефтебазы. В 2000-х годах Жатай преобразовали в отдельное муниципальное образование. Поселок славится рабочими ударниками труда, мастерами речного флота. Экспозиция открыта до 23 мая. В 1943 году берет свое начало развитие Жатайский судоремонтно-судостроительный завод.
ледоход был очень ранний, и поэтому теплоходы часть пробила льдом, некоторые затонули. А вот те теплоходы, что стояли в Жатайской протоке, они остались целыми и невредимыми, потому что затон находился на 3 километра выше. Обследовали акваторию Жатайской протоки и решили строить затон, перенести с Хатыстаха затон в район Жатая. Заслуженный мастер спорта Василий Егоров занял 3-е место на Кубке губернатора Санкт-Петербурга. Якутянин провел свой первый официальный поединок после победы на чемпионате России в Оренбурге с декабря прошлого года. В полуфинале международного турнира Кубок губернатора Санкт-Петербурга весовой категории до 52 килограммов спортсмен встречался с трехкратным победителем первенств Азии и чемпионом Казахстана Махмудом Сабырхан. По итогам 3 раундов судьи присудили победу казаху 1-4. Студенты медицинских среднеспециальных учебных заведений Якутии померились навыками и мастерством в оказании первой помощи. Будущие фельдшеры соревновались в Якутске, акушеры в Нерюнгри, а сестринской площадкой стал Алданский медицинский колледж. В испытаниях пробовались силы 9 будущих медсестер. Как действовать в экстренных случаях, узнала Татьяна Вахнина. Мужчина 35 лет потерял сознание, дыхание и пульс отсутствуют. Оказавшийся поблизости медработник проводит реанимационные мероприятия, которые должны дать результат до приезда бригады скорой помощи. Таковы условия задачи, которую предстоит решить участникам Республиканской медицинской олимпиады по оказанию первой помощи. Что собой представляет Олимпиада? Олимпиада представляет собой выполнение практикоориентированных заданий, состоит из 2 уровней. Первый уровень предполагает контроль теоретических знаний, а второй уровень предполагает непосредственно уже демонстрацию нашими студентами профессиональных умений, собственно говоря, по специальности сестринское дело. В Олимпиаде приняли участие студенты медицинских СУЗов республики. Акушеры и фельдшеры показывали знания в Нерюнгри и в Якутске, а Алданский медколледж стал сестринской площадкой. Профессиональными умениями хозяева померились со студентами из Жатайского техникума, Якутского и Нерюнгринского медицинских колледжей. В качестве экспертов присутствовали старшие медицинские сестры Алданской центральной районной больницы. Экспертами являются также на аккредитационной комиссии, ежегодной традиционной, которая проводится среди выпускников Алданского медколледжа, и на демо-экзаменах, на системе WorldSkills, который был запущен. Перед выполнением заданий никаких зубрежек и повторений, а волнение и напряжение студенты снимали на психологическом тренинге. Олимпиада включила 2 части – теоретическую и практическую. С теорией участники, по их ощущениям, справились успешно. Олимпиада проходит успешно, в принципе. Мы прошли первые 2 этапа – тестирование и перевод текста. Я думаю, что я написала отлично, потому что подготовка у всех она достаточно достойная. Практическая часть проходила по 3 модулям. Помимо сердечно-легочной реанимации, студенты оказывали помощь пациентам по терапевтическому и хирургическому профилям. Участники продемонстрировали навыки в наложении повязок и умение производить внутривенные вливания. Мы прошли уже на 1-м курсе, уже основа, поэтому все легко. Главное настроиться на позитиве, да? Кроме профессиональных знаний и навыков, оценка включала множество критериев, в том числе соблюдение правил безопасности и знание о септике и антисептике. А победители Республиканской медицинской олимпиады покажут знания на российском уровне. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Порывы ветра до 15-20 метров в секунду прогнозируют в это воскресенье на побережье Нижнеколымского, Набарского и Булунского районов. Отметим, сегодня днем в столице республики преимущественно без осадков. Температура воздуха +1, +3 градуса. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Порывы от 7 до 12 метров в секунду. У меня к этой минуте вся информация. Еще больше новостей на наших сайтах Як24 и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.